Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что говорят о вас за вашей спиной. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в телеграм-канал. Подписка на телеграм-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на телеграм-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на телеграм-канал. Спасибо. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. Пришла женщина. Тут показывают шипы. У женщины сверху шипы, а внутри сладкая, милая девочка. Милая, которой сделали больно. До сих пор еще болит. До сих пор еще что-то вы помните. Какие-то обиды есть на кого-то. Возможно, кому-то уже не доверяете, кого-то не подпускаете. Недоверчивы вы. И после данной ситуации, когда вас обманули, вы стали очень хорошо присматриваться, особенно к противоположному полу. Сердце хочет любви, но внешне вы проецируете именно, что не подходи ко мне, убью. Здесь, кстати, женщина, которая изменилась на 180. 180, да не просто изменилась, очень сильно изменилась, вас не узнать. Кто-то даже так думает, что в кругу женщин мне веселее, нежели с одним мужчиной. На какого-то мужчину обида. Есть какие-то воспоминания у кого-то, а у кого-то могут быть совместные дети. В прошлом есть о чем вспомнить и хорошем, не только здесь, да, что-то плохое. А также вы женщина, которая сейчас на данный момент, да и в принципе в целом, хорошо училась в школе, и на данный момент что-то изучает, постоянно, может быть, даже изучаете, читаете. Здесь очень много информации в голове, знаний. Нелегкая судьба, мечевая королева, нелегкая судьба или нелегкие вообще были в вашей жизни отношения с мужчинами. А знаете почему? Здесь еще может быть из-за вот у родителей что-то не так в отношениях, да, и оно вот как сказывалось на вашей жизни, на ваших отношениях. Также здесь какие-то люди постоянно влазят в вашу жизнь, когда вы их не просите, причем пытаются вас чему-то учить, хотя вы все прекрасно понимаете, знаете. Вы ни перед кем не объясняетесь, почему так вы поступаете, почему эдак. Вы просто перестаете с такими людьми общаться. Вы не любите, когда в вашу жизнь нагло лезут. Задают какие-то вопросы, вы уже понимаете, что от вас хотят люди, да, залезть в вашу личную жизнь, покопаться там, поворошить из-за любопытства, а может быть потом посплетничать. Вы к таким людям не подпускайте таких людей. Старайтесь о себе много не рассказывать, да и в принципе. Вы стараетесь, знаете, скорее больше слушать или учиться чему-то. Вам наедине с собой прекрасно. Не горите желанием бежать в толпу какую-то. Бывает, да, вот именно компании собираются. А бывают люди поодиночке, им прекрасно. Вот вам прекрасно и в одиночестве. Справедливая вы очень, очень справедливая. Возможно, вы кому-то даже дали щелчка, по носу дали в этой жизни. Я бы не сказала, что отомстили, а кого-то вы очень хорошо здесь проучили. Здесь момент еще денег касается. Может быть, кто-то у вас брал деньги. Вы этих людей проучили. Также здесь показывают, что к вам обращались за помощью, но помочь вам, конкретно в вашем случае, когда вам нужна была помощь, никто не пришел. И это часто так, часто. Вы, кстати, сейчас можете даже находиться в некой, знаете, изоляции, возможно, или же какое-то нервное напряжение. Но это из-за кого-то. Старайтесь держать баланс, возможно, может медитировать, чем-то таким заниматься, то, что вас расслабляет. А возможно, просто даже лежать на диванчике и ни о чем не думать. Вот как-то так. Или уходить в работу. Вы, знаете, вы на языках у людей. Да, вас люди обсуждают. Есть о чем перетереть косточки.
Или же здесь еще можно сказать, что вы вот заходите, понимаете, вот как след оставляете, уходите, а потом разговоры идут о вас. Возможно, здесь вы триггерите людей, да, вы не просто там где-то забились в углу, вас не видно, не слышно, нет, вы, скорее всего, имеете характер, имеете свою точку зрения, поэтому люди таким образом с вами считаются, не могут вас не обсудить. Вы интересная личность, вы умная очень, любознательная, то много о чем хотите знать, изучаете что-то, копаете информацию. Также здесь в характеристике можно сказать, что вы привередливы, вы к себе привередливы, к мелочам каким-то бываете, к своим внешним данным, к внешности. Но вы стараетесь держать определенный опять баланс. Здесь еще равновесие, я бы так сказала. Да? Не перегибать палку. Смотря на вас, можно сказать, что или все со вкусом, или выдержано. Все выдержано. Нету переборов каких-то. Ни меньше, ни больше. Понимаете? Вы часто бывает на самом деле к себе так привередливы вот в этом плане, что из-за этого бываете даже и страдаете. У меня вот, да, какой-то комплекс, например, или что-то во мне не так, и вот вы об этом или часто думаете. Может быть, даже человек, который склонен на пластические операции или что-то в себе внешне менять. Но здесь есть еще в характеристике постоянство. Важность какая-то. Если вы идете к цели, вы идете. Вы не откладываете, вы просто прямиком туда. Стремитесь сейчас к каким-то заработкам, деньгам. Вы вообще склонны, здесь денежная энергия, вы склонны к заработкам. Бизнес свой или же откуда ни возьмись, да, у вас всегда появляются деньги. На то, что вам надо, например, необходимо, у вас появляется, или то, что вы хотите, непременно, да, у вас появляется. Ресурсная дама. С вами вот хотят даже общаться из-за вашей ресурсности, из-за ваших каких-то находок, из-за ваших знаний. Вы уходите от чувств в деньги, в работу, даже в какой-то, я бы еще сказала, анализ. Здесь есть какой-то анализ из-за каких-то, может быть, ошибок. Неправильно сделала, теперь я из этого делаю вывод. А что мне делать дальше или какой быть? Может быть, меняете сейчас свой даже характер. Корректируйте, так это назовем. Так, смотрим еще. Да, вы такой человек, больше склонны уединяться, проводить время в одиночестве или же с минимумом кем-то. Один человек и достаточно рядом. Или одна. Но это небольшая компания, не балаган какой-то. Это не шумные тусовки. Это больше, скорее всего, люди, которые увлечены тем, чем увлекаетесь вы. Или схожие по взглядам. Вам скорее ближе люди, которые тоже чего-то достигли. Есть какие-то определенные достижения. Кто-то кем-то стал и так далее. Вам интересно. Вы знаете, как и где найти деньги. Вы чувствуете деньги. Блин, чувство для вас это что-то такое, знаете, если я уйду в чувства, я испорчу себе жизнь, или я попадусь в какой-нибудь капкан, или мной будут пользоваться. Я не хочу. На данный момент вы не хотите каких-то чувств или кого-то принимать. Есть здесь кто-то, вам с одной стороны и хочется, с другой стороны и не хочется. Вы понимаете, что я это время лучше проведу разумно. Истрачу это время, золотое свое, на то, что мне принесет пользу или выгоду. Вот так вот. Нежели, да, потом вдруг что не получись, я буду страдать. Вот как-то время цените свое, воспринимайте даже это как золото, свое время. Золотое ваше время. Возможно, даже научились сейчас ценить время и не тратить его на кого ни попадя. Или кто не несет в себе какого-то толка, смысла и так далее. Жесткий отбор. Умеете говорить «нет». Не даете, знаете, себе вставлять палки в колеса. Сразу же таких людей или ставите на место, или посылаете куда подальше. Не даете собой пользоваться. Управлять тоже. Королева мечевая, она не даст собой управлять. Также и жезловая тоже, она не даст собой управлять.
Вот вы такая же, сама себе хозяйка или такая самовластная, настойчивая. А что говорят о вас за вашей спиной, если с вами проигрывает портрет? Во-первых, видят вас в семье, в отношениях, видят человека, с которым можно найти всегда компромисс, найти какое-то решение, даже если какой-то встанет спор. Здесь кто-то даже очень вас любит, и, скорее всего, да, здесь идет тема о любви. Да, вас кто-то любит и вас уважает за то, что с вами можно договориться, с вами можно найти точки соприкосновения. Вы человек, который не склонен сразу же идти во вражескую, вы уступите, дадите шанс. Кто-то вас любит. Здесь момент семейности, даже это может быть ваш мужчина, с которым вы сейчас в паре находитесь, ценит вас. Но здесь были у вас конфликты, здесь были терки какие-то, недопонимания. А здесь не хватало мужчине каких-то чувств и эмоций, потому что вы очень часто уходили. Вам, знаете, вот как какая-то была такая тяга к заработкам или, да, тяга к работе, или все о работе, да, о работе, или постоянно какие-то дела. А ему хотелось каких-то чувств. Из-за этого, может быть, были терки. Вот как ребенок, который психанул, который обиделся, вот как-то в таком плане. Здесь даже было такое, что человек хотел уйти, но не мог, он не мог. Не может без вас. Потому что любит. Вы дали ему какую-то жизнь, дали какие-то надежды. Ему страшно, что вы в один день нежданно-негаданно взбрендит вам в голову что-то, а вы его покинете. У него всегда этот страх, что вы разойдетесь, что разрушится ваша пара, что как будут дети, да, если есть совместные дети. Тут, скорее всего, есть совместные дети. Здесь переживания обо всем. Притом и к вам здесь есть эмоции, чувства. Не так, что родила и уже надоело. Нет, здесь до сих пор греет, как говорится, огонь. Даже страсть есть. Но страсть как потухла. Может быть, у вас скорее потухла. У мужчины есть страсть. Есть даже физическое притяжение. Хочется ему чего-то интимного с вами. С вами ему хорошо. С вами даже приятно входить в общество. Вы человек, с которым не будет стыдно, с которым даже приятно войти в общество. Человек, который не стыдится вас показать друзьям, да, кому-то. Кстати, возможно, и говорит о вас, хвалит вас, о ваши какие-то заслуги. Притом это заработки, деньги или вашу работу. Или говорить, да, вот именно что о вашей работе, какая вы там молодец. Вы умеете хорошо зарабатывать, или вы умеете зарабатывать. Здесь может быть даже совместный вклад какой-то есть. Притом, знаете, при всей ответственности вы держитесь, вот хочется сказать, как стойкий оловянный солдатик. Умеете и за собой еще ухаживать, успеваете. Да, он все это видит. Умеете по дому и так далее. Иногда кажется, что он вам не нужен. Ему так кажется. Что я ей не нужен. Потому что она, в принципе, может сделать себе все сама. И маникюры, и педикюры, и сварить, и приготовить, и заработать, и за детьми посмотреть. Ей как таково не нужен. Что я могу дать? А здесь все же у него... Да, такой страх и боязнь потерять вас, и он этого не хочет. Он будет до последнего всеми клещами своими держаться за вас. Даже при том, если отношения будут на каком-то подрыве, все равно он будет держаться за вас. Если вы уйдете, человек будет за вами бегать, будет вас везде выискивать, доставать, в общем. Он вам не даст покоя. Так вот. У него чувство такое, что, знаете, вы в любом случае одна не останетесь. Если вы даже разойдетесь, точно встретите себе кого-то, потому что вы этого достойны.
Не кого-то-то там, а нормального мужчину. И он этого боится. Да, считает, что есть какие-то у него воспоминания о вас из прошлого. И вот он смотрит на вас и говорит то, что вы очень сильно изменились, выросли. Уже не девочка, вы уже такая зрелая дама. Вот именно по мышлению вы мыслите очень зрело, так умно, мудро. Он вас ценит за это. Но он остается в каком-то еще том возрасте, юном. Хотя, может, да, по годам, если взять, человек уже и постарел, но вот он как ребячество здесь, мальчишество такое есть. Есть даже вот какое-то, знаете, разочарование в себе, что я как-то вот до нее не дотягиваю. Это как бриллиант, понимаете, и кусок стекла. Вот. Да, рядом мы с ней вот как будто бы... То есть она меня опережает, она достойна на самом деле около себя, достойного мужчину. Здесь какой-то такой, может, даже комплекс у человека быть. Но я ее никому не дам, я ее не отпущу. Даже, возможно, если у кого брак, штамп, вот этот штамп, он считает, что держит вас. И дети, у кого дети. Определенно здесь есть что-то, какие-то ниточки, за которые он может вас держать. Здесь даже могут быть какие-то манипуляции по отношению к вам, чтобы вы не ушли. Или какие-то слова человек вам говорил, чтобы вы никуда не ушли. Знаете, такое еще здесь идет, что он думает, что вам как будто бы то ли подружка какая-то, то ли, да, какая-то вот дама, например, с которой вы, может быть, близко общаетесь, о чем-то вам вот советы дает. Притом советы направленные эти против него или же, да, на возвышении вас, но вот как будто бы бросай его, зачем он тебе нужен, или да он неудачник, да мужчина должен быть таким-то, таким-то, таким-то. Вот как будто бы вам кто-то дает советы, и за счет этого вы выросли. Или стали мудрее. Ему это не нравится. Но с другой стороны, он гордится, что вы на высоком уровне мышления или статуса. Может быть, занимаете какое-то даже положение, да, или вы справитесь без него. В любом случае, если вы разойдетесь, у вас всегда будут деньги, у вас всегда будет работа. Да, то есть вы себя защитите, спасете, выкормите, да еще и будете выглядеть лучше него. Понимаете, вот это страшно. Почему-то здесь идет слово проучить вас хочет. Ну-ка. Человек бы хотел вас проучить, но он понимает, что у него на это кишка тонка. Вы-то хитрая, вы-то мудрая, вы-то все выследите, все вынюхаете, все знаете, да, вы в курсе всего, да еще и подруги помогут. То есть он и боится облажаться, и тут момент какого-то стыда перед кем-то, перед вашими людьми. То есть это подруги, родственники, друзья, там, да, кто угодно с вашей стороны. Вот какой-то есть такой стрём, стыд и в то же время переживание. Также человек думает, что вы, знаете, не сейчас, но все же можете даже рога ему наставить. Втайне, например, с кем-то встречаться. Да, а он будет сидеть. Он, кстати, об этом часто думает, что вы можете, на самом деле, или было у вас с кем-то, или может еще так стать, что да, мы состаримся, я буду старенький, она вот будет цвести и пахнуть, да, красиво выглядеть, привлекать к себе внимание других мужчин. Но и втайне скрывать кого-то. Вот такой вот страх. Да, иметь любовников, например, или любовника. Ну вот какое-то такое внутреннее, понимаете, это у него внутри. Но это не есть на самом деле. Да, что он с кем-то вас заподозрил. У него мысли разные, и мыслями он себя пугает. Я вам скажу, здесь еще может произойти так, что
рано или поздно, да, в какой-то момент вы вырастете, вы уже выросли. Скорее всего, даже вы сами прекратите отношения. И причем так мирно, спокойно отпустите. Всерьез и надолго. И здесь идет информация туда, возвращаться обратно не стоит, или смотреть в ту сторону, в прошлое ваше. Если вы ушли, значит вы ушли. И точка. Только смотреть вперед, в будущее. Так, далее, что еще? Что говорят о вас за вашей спиной? И кто? Здесь обиду держит человек. Мужчина, который вас любит. Вы что-то сказали, у вас был конфликт. Или, знаете, на таких, как вам сказать, даже это были шуточки, но такие колкие шуточки. С его стороны, потом с вашей стороны колкая шутка, потом с его, потом с вашей. Вот такой вот конфликт, но в таком культурном виде. Без драк, без махачек, без обзывательств, а вот да, какие-то такие тонкие подкусывания друг друга. Тут, смотрите, у человека как двоится, да, я ее люблю, она мне нравится, мне вообще такие женщины нравятся, они меня цепляют. С другой стороны, да я ее ненавижу, я ее видеть не хочу. Да, вот он отворачивается, иногда даже вот в прямом смысле, вот как увидит вас где-то, или где-то вы засветитесь, может, в ленте или в жизни, да пошла она, вот знаете, вот какое-то такое, но внутри дербает вот тот вопрос, та ситуация, которая между вами произошла, что она победила, то есть вы в чем-то победили, какой-то спор или, да, какой-то конфликт, который был между вами, тут была видна победа ваша. Скорее всего, последнее слово даже было вашим. А если и его, то, вы знаете, так, я бы сказала, мудро промолчали, где надо. И дали человеку понять, что в итоге вы выиграли. И вот у человека на фоне этого образовалась даже вот какая-то болячка, как комплекс, который сейчас ему видится везде. И с кем бы он ни общался, он считает себя каким-то лузером внутри себя. Хотя внешне он этого не проецирует. Также здесь может человек быть с такой, знаете, поставленной осанкой, фигурой, или же качается, может быть, в качалку ходит, в спортзал, занимается спортом, смотрит за своей фигурой. Вот такой вот тип. Да, или в принципе, в целом, такой по себе жилистый. У кого-то может проиграться, да, залысины спереди могут быть какие-то. И не лысые, а вот какие-то залысины. Тут может еще идти речь о том, что вот не было бы вас, не было бы таких проблем. Вот этих переживаний. Вы сделали очень больно. В какой-то степени он считает, что вы поступили мудро, с другой стороны, жестко, некрасиво, или оттолкнули его, или чего-то ему не дали. Человек этого хотел, а вы не дали. Да? Вот как-то так. Но вы же не давалка, правильно? Давать всем налево-направо. У вас здесь в какой-то момент включилась, я бы сказала, знаете, но вы давали понять человеку, что он вам нравится или вам интересно его послушать. Тем самым он думал, что я ей нравлюсь, но тут же она, знаете, так раз и брыкнула от меня. И он почувствовал в себе на самом деле какой-то комплекс. Но вы повели себя именно, я бы сказала, на тот момент с точки зрения женщины, вот если я бы, да, рассуживала, мужчина прав или женщина, вот именно по-женски правильно. Не потому, что я защищаю женщин. Вот именно с точки зрения вот эта женская гордость, да, и
Она должна быть. Другой вариант это, да, как говорится, раздвигать двери шире и проходите все. Вот нет же, конечно, правильно. Тут вы повели себя именно мудро. И я бы сказала, такая гордый уход. Вообще вы сами, скорее всего, удивились своим каким-то действием, своему вот этому подходу. Определенно, да, ни с кем вы так не общались, но вы просто еще тот человек, который не даст себя сломать, не даст в ход, да, пользоваться собой, или же не дадите даже унижать вас. Здесь поэтому включилась вот эта мечевая королева. Все, ты все сказал, до свидания, да, вот так вот. Даже не до свидания, а прощай. Притом здесь было какое-то проявление вашего интереса к этому человеку. Это могло быть даже и свидание. Да, вы, может быть, встретились, пообщались, но человек тем самым понимал, что вы пришли, значит, вам он интересен. Он здесь очень много о вас, вот хочется сказать, обмозговывал, сидел. А почему она пришла тогда? А почему она проявляла интерес? Значит, ей интересен. А может, она меня любит? Да, вот. А может, ей нравятся такие мужчины? Знаете, вот какое такое. Тут еще мысли у него, что вам нравятся мужчины с красивой фигурой. Здесь очень яркое проявление красивого тела мужского. Это говорит о том, что вот у него в мыслях, что вам нравятся накачанные мужчины или вот такие, как со спортзала, да, вот такие жилистые. И здесь показывают какую-то резкость от этого человека. Или шутки у него такие кривые и резкие. Вот что-то такое. Но вы дали о чем-то понять. Знаете, вы как по носу дали. Иди отсюда, ты кто такой? Вот как-то в таком плане. Не напрямую, может, но вот как-то поведением своим. И здесь еще идет в вашем поведении такое, что вы не уважаете таких людей. Вы просто не даете об себя вытирать ноги, пользоваться собой. Я говорю вот так вот. Поэтому он воспринял это так, что вы щелкнули ему по носу. Он злится сейчас. И больно ему внутри. И вот знаете, до сих пор еще осадочек этот есть. Притом этот осадок, знаете, как остался, вот как реально, как комплекс. Когда он где-то появляется, он кажется, что он низкий. Хотя раньше он себя чувствовал корольком, да, ходил, плечи наверх, в общем, с выгнутой спинкой. Но тут не тут-то было, да, какая-то вот женщина пришла в его жизнь, сколько их было, никто не ломал, а вы раз и сломали. Хотя он по себе такой жесткий, и вот ему кажется, что его никто никогда не сломит, что его никто никогда не обгонит, что победить должен только он. Но тут выиграла женщина. Горячий, страстный, любит это дело. Понимаете, какое постельное. Да, перетрясти одеялами, подушками. Любит он красивых женщин, любит внимание к себе, любит похвалу, когда его хвалят, особенно, опять-таки, фигуру его или его тело. Тут какие-то... Знаете, у него такой пыл он проявляет среди женщин, что он такой горячий, пылкий, такой мачо, да, все вот должны за ним бегать. А внутренне, или со временем, когда он будет стареть, этот мужик будет превращаться в сухаря. От этой пылкости и страсти не будет, он будет сухарем. Возможно, этот мужчина еще, знаете, такой, как бабка такая, бубнит под нос себе что-то, бу-бу-бу-бу-бу, с семечками на лавочке. Вот это такой тип. Это тип жадный, который подсчитывает, который
что-то и утаивает, склонен утаивать. Притом он умеет и... Тут может быть такая... похвастаться перед друзьями, что у него были все. Или у него была такая. Но не какие-то там, а вот самые-самые. Да, какие-то дамы. Или из высшего общества, или куколки, или еще что-то. Но тут внутри плохо, стыдно за то, что кто-то его щелкнул по носу. Показал ему, где его место. Сидеть. Вот так вот. А он не любит по струнке смирно или слушать женщин, да. Он считает себя в паре, должен мужчина быть авторитет. Или если будет у меня пара, я буду авторитетом. А тут не так-то просто с вами. И не так, как он ожидал. Почему-то ему казалось, что он сможет вами управлять. Или воздействовать как-то на вас. Да, может быть, манипулятивно, но не вышло так. Скорее всего, и быстро, да, оборвались какие-то отношения. Может быть, даже эти отношения длились 1 день, 2 дня максимум. И все. Я вам скажу так, что этот человек, которому родители давали во всем свободу, распоясанный, избалованный мальчишка. Вот такой вот он мужчина. И вот знаете, здесь даже если и быть в отношении с этим человеком, этот человек будет эгоист и будет делать, что хочет он, а не что хочет женщина. Здесь в первую очередь он ставит себя. В какой-то степени, я бы сказала, человек, который любит себя, нарцисс. Здесь, кстати, идут и женские энергии в этом мужчине. Хотя он с виду может казаться мужик мужиком. Да, но это только в мышцах скорее. Но не в голове, не в мышлении, да и не во внутреннем вообще мире. Нет, это женщина. Притом даже не женщина, да, здесь вот что-то такое слабое. Просто проявление какой-то слабости есть. Вот так. Или он... хочет добиться, да, но он дернет девочку за косичку, сделает ей больно, да, тем самым вот такие вот мальчики. Тем самым он проявит свой интерес к девочке, что он ее любит. Не говоря уж о том, что, да, если бьет, значит любит, но это уже через край. Хотя человек склонен, может быть, к тому, чтобы ударить. Или если, да, дойдет до дела ревности, он кого-то приревнует кому-то, то он может даже женщину и ударить. Слабый, очень слабый. Смотрим еще, что говорят о вас за вашей спиной. Что вы в какой-то степени являетесь, знаете, все себе или для себя. В какой-то степени вы являетесь жадная на эмоции, на чувства, эгоистичная. Да еще и ведьма, колдунья. Колдунья не просто ведьма, а колдунья. Колдуете. Кто-то считает, что да, что вы колдунья. При том, что вы этим занимаетесь профессионально. И четко знаете, чего вы хотите. И если вам кто-то помешает или встанет на вашем пути, вы вот обязательно влепите порчу. Порчу. Вот так вот думают о вас. Здесь кто-то о вас думает, что вы делаете порчу. Потому что здесь сидит человек и думает, что что-то пошло не так с ней, с вами. И знаете, жизнь всегда фартила, а тут все остановилось или пришло обнищание какое-то.
торговля остановилась, с работы уволили. И вот он почему-то, этот человек думает, что это вы повлияли, да, вы как-то тут практикуетесь, да, что-то делаете. Вот так. 100% вас считают вот просто колдунья, ведьма, черная ведьма. Тут дьявол вышел. Что вы... Что-то было такое подмечено, например, странное, что о вас человек мог так подумать. Притом это могла быть маленькая деталь. Притом, например, ну висит у вас кулончик на шее, а на кулончике там, да, может быть какой-то определенный символ, знак. И человек сразу же начинает, что-то было замечено на вас, может в вашей среде, где вы находитесь или на вашем рабочем месте. Но, может, вы что-то сказали, не стой на пороге, да, а то денег не будет. Ну, вот в каком-то таком духе. И теперь, и тут еще соотношение, да, ваших внешних данных. Вот внешне какая вы. А внешне, да, здесь человек почему-то думает, что вы колдунья. Какие-то знаки определенно у вас есть или... что-то, что показывает. Но и на самом деле здесь, может быть, даже вы что-то сказали. Что вы обо всем этом знаете. Вот дают левый, берут правый, например, да, и так далее. То есть какие-то такие слова тоже могли подействовать. Или внешне у вас реально что-то, может быть, аксессуар какой-то был, какой связанный с эзотерикой. А человек в этом частично может тоже разбираться, понимать. Но он не верит вам. Он не верит в том... Вот вы внешне проецируете обычного человека, но вы скрываете, что вы там чего-то делаете. У него что-то обрубило, и во всем виноваты вы. Смотрите, тут одни старшие арканы. Вас вообще считают, вот, женщина, к ней не подходи, или будь осторожен. Да, если ты на нее неправильно посмотришь, или около нее чихнешь, не дай бог, да, и вдруг на нее попадет бацилл, она отомстит тебе. Отомстит или сделает больно. Вот человек делится с кем-то у вас каким-то опытом. Что, например, да, вот я ей нагрубил, а после этого у меня ряд неудач. И теперь я понял, да, она точно какая-то ведьма. Может быть, это случалось даже, вот как хочется сказать, несколько раз. Но у человека после вашего ухода или же после вашей ссоры, да, то есть произошли какие-то проблемы в жизни, серьезные проблемы, о которых вам не скажет он. Да, но с кем-то он поделился, да, рассказал. И вы же не остановитесь, вы будете жечь до пепла, до самого. Страшно ему, он вас боится, этот человек. У него и в жизни, и в личной все прервалось. Это мужчина, ну, и он постоянно, не она, главное, да, он. Скорее, да, вот сюда и выходит сам мужчина. Но тут везде я даже сама проскальзываю, говорю он. Человек стоит вот, что с вами делать? Вот какой-то у него выбор, что с вами делать. Или от вас уходить, или к вам на глаза не попадаться, или вас, вот хочется сказать слово уволить почему-то, да, это может быть начальник ваш, вас уволить, или отойти на какое-то расстояние, или отъехать, да, куда-то деться, спрятаться, чтобы вы, он хочет из вашей головы исчезнуть. Потому что между вами какие-то были стычки, какое-то недопонимание, разногласия, возможно, даже конфликт, я же говорю. Нарушен какой-то у человека сейчас баланс. Но мне показывают, что человек его нарушает сам. Он нарушает какие-то правила. Он с кем-то нечестен, возможно, от кого-то ушел. Кому-то сделал очень больно. Поэтому он терпит какое-то наказание от какой-то женщины.
Это вы? Нет, это не вы. Это не вы. Но вы на этого человека смотрите. Причем, я бы сказала, искоса или косо смотрите. Не нравится вам он, но вы здесь ничего с ним не делали. Здесь момент идет какой-то справедливости над ним. Кто-то его материт или ругает. Также здесь идет речь о том, что он получает наказание за... Здесь могло быть разрушение чьего-то брака, чьих-то отношений. Или, знаете, человек с кем-то нечестно поступил, из-за чего произошел какой-то распад. Он даже мог кого-то подставить, что виноват не он, а кто-то другой. Из-за этого идет наказание. Здесь еще может идти речь о влиянии, но не вашем влиянии. Здесь другая дама. Здесь показывает вас в обход, но у вас с ним стычка была. Да, или недопонимание, разногласия. Притом женщина, с которой у него была физическая близость, горячая близость, я бы так, страстная. И здесь женщина очень сильно влюблена в этого мужчину до сих пор. Но здесь мужчина врет. И мужчина за это получает. Знаете, я бы сказала, он вот за это будет расплачиваться. Причем здесь очень много чего. Здесь будет хуже дальше. Здесь будет хуже. Здесь вот как все иглы летят в его сторону. Может быть, даже кто-то, знаете, на него сделал куклу Вуду и протыкает иголочками. Его ненавидят и ему не верят. Да, какая-то дама его очень сильно любит. Очень сильно, но он по ней прошелся. Возможно, не только по ней. А у вас с ним был какой-то конфликт, разногласия. Так, что еще говорят о вас за вашей спиной? Да, что у вас есть какие-то финансы, ресурсы, что они вас защитят, что для вас это опора, для вас это щит. В то же время видит какую-то вашу независимость от ситуации. Вы можете сесть и улететь с маленьким чемоданчиком. Видит в вас храбрость, что вы очень такая храбрая, не боитесь зайти в кабинет начальника и сделать выговор, например, что вам что-то не нравится. Не боитесь прямо в глаза сказать. Напрямую заявляйте. В принципе, в вашей характеристике это и есть. Что вы прямо в лоб заявляете, когда вам что-то не нравится. Но также и видят здесь. Здесь кто-то конкретно вас видел в какой-то ситуации, что вы не побоялись подойти и прямо в глаза сказать. Возможно, даже этому человеку. Вы просто прямо в лоб что-то заявили. Да, что вам не страшен серый волк. Знаете почему? Потому что вы уже все переболели, вам делали больно много раз. Возможно, даже у кого... Кто-то думает, что вы пережили что-то такое, что сложно пережить. После такого не живут. Но вы пережили. Из-за этого, да, у вас есть такое бесстрашие. У вас, знаете, какая-то такая четкость намерений, без всяких, не знаю, может быть, посмотрю там как-нибудь. Вот это нету, вот этой слизи. У вас все прямиком и в лоб. Нет, значит нет. А да, значит да. Вот как-то так. Даже кто-то бывает говорит большие тексты, их меньше слушают, да. А вот вы скажете короткую фразу, и вас все услышат. Я бы еще сказала, даже вам доверяют. Вам доверяют, и на вас смотрят серьезно.
И женщины, и мужчины серьезно с вами считаются. Так, не считают вас какой-то глупой дурочкой и так далее. С вами считаются. Иногда бывает, вы куда-то погружаетесь, о чем-то прошлом рассказываете, причем по несколько раз. Кто-то говорит, что вы даже повторяете одну и ту же ситуацию, рассказываете о ней, хотя вы уже об этом рассказывали. Но вы еще повторяете. Или определенно какой-то случай из вашей жизни. Зацикливаетесь на чем-то прошлом. Также говорят о вашей какой-то такой стальной выдержке, о терпеливости, то, что вы умеете терпеть, ждать. Притом, знаете, человек, у которого не угасает какая-то надежда, и вы, если, да, целенаправленная, если вы наметили цель, вы к ней идете, по вам даже видно, раз это замечают другие люди, что вы в какой-то степени иногда бываете бескорыстно помогаете, в то же время вы справедливо поступаете, как поступают с вами, вот так вот. Но считаю, что да, вы в какой-то меланхолии, в одиночестве, возможно, у вас какие-то переживания по поводу какого-то мужчины, вот так вот думаю. И то, что вы иногда поступаете, вот знаете, вот когда вы в чувствах, в любви, вы вот какая-то дурная. Когда вы в рабочем состоянии, в процессе работы, вы такая умная, да, на вас хочется положиться, вы просто революционер, вы спасете всю планету, да, от падающей кометы, вот, вас надо слушать, открыв рот. Но когда вам стоит только влюбиться, да, кажется, что вот-вот эта комета упадет, и да, вы не сконтролируете этот процесс. Так аж. Что вы наиболее лучше выглядите, когда вы вся такая серьезная в деле. Кстати, на вас смотрит какой-то женатый мужчина. Возможно, с бородкой такой полненький, с животиком пивным такой вот. Нравитесь вы ему очень. Такая, с одной стороны, говорит, что вы, ну, такая бываете, как это объяснить, вредная, привередливая, не хочу, можете отказать. Резкая бывать, но вы этим его, вот знаете, как возбуждаете, цепляете. Вот когда вы такая умная, строгая. Да, считает вас, что вы это в коллективе, может быть, этот мужчина. Или в вашем кругу, в обществе. Ну, вы с ним знакомы, вы с ним общались. Знаете, он вам вот тут показывает, что если вас поставить рядом внешне, вы друг к другу вообще не подходите, или вы какие-то разные с этим человеком. Он о вас очень много говорит. Даже вот смотрите, из его общества могут думать, что ты что, влюблен в нее? Нет, я просто так речь завел о ней. Но постоянно, да, не постоянно, часто просто всплываете иногда в разговорах, и он говорит о вас. Иногда даже, вот знаете, как шутка, подшучивает о чем-то. Вы являетесь даже вот воспоминанием каким-то, но при том он вас еще и вмешивает в какие-то шутки свои. Дьявольски вы для него привлекательная и опасная в то же время. Притом он женатый. Есть у него и дети, и семья здесь, и женщина рядом. Женщина, которая увлечена чем-то своим, своими делами, своими заработками, может даже своей внешностью. Ну вот как-то, знаете, он в такой паре находится, где сами по себе, поэтому он на вас и застрял. Да, если бы в паре были какие-то взаимоотношения, то человек бы никуда не глядел, ни на какую сторону. Но здесь именно показывают, что человек смотрит на стороны, потому что на него как будто бы не обращают внимания, или же
Да, у каждого здесь какие-то свои дела. Или женщина постоянно чем-то отвлечена работой, делами, деньгами его. И поэтому он посмотрел на вас. Он, кстати, с вами, у вас говорит с мужчиной. Такой сильный мужик какой-то тоже. Тоже полненький, тоже такой с бородкой, возможно. Или начальник чего-то, директор чего-то. Такой самостоятельный, жесткий, контрольный человек. Контролирует все. И он с ним о вас говорит. Ну, говорит о том, что вы сильная, что вы в какой-то степени даже такая каменная. Не подпускаете к себе никого лишнего. Притом, да, она дьявольски привлекательна, красоточка, цепляет. И вы цепляете вот каким-то своим таким холодком или резкостью, или да пошел ты. Вы знаете, чем-то таким. У вас это очень хорошо получается. Красиво, даже так женственно. Мужчина это цепляет. Вот какое-то такое. Угу. Да, он говорит, что на вас очень много нужно тратиться. Если быть с вами в отношениях, если встречаться с вами, то на вас нужно дорого тратиться или много вас вкладывать. Притом он, знаете, может считать, что мне не по зубам, что вы ему не по зубам, потому что слишком дорого вы ему обойдетесь. Вот так вот. Но в то же время считает вас очень такой легкой и неусидчивой, да, вот не будет она сидеть на кухне, намывать эту посуду, да, дома, а она вот, если она захочет пойти гулять на дискотеку, да пойдет она, вообще плевать она хотела, да, и вот тяжело такую женщину удержать, тяжело такую женщину иметь именно как в семье, да, потому что она уйдет и не скажет, куда она ходила, а если скажет, то может соврет, да. То есть доверия нету. Но здесь вот такое, нельзя вас удержать, нельзя вас сломить. Вы каменная в какой-то степени. То есть ваша характеристика, женская гордость здесь проявляется, свободолюбие. То есть нельзя вас держать. А если вас держать, то вы можете больно сделать. Психануть, уйти вообще. К другим отношениям, где будет намного легче. Он даже говорит, что у вас проявляются такие мужские характеристики. Не та женщина, которая, знаете, такая верная этому дому, быть служанкой и всех обслуживать, кроме себя. А вы такая, знаете, грязная посуда, да и ладно, я пошла гулять, плевать вообще. Да, не обязана я ее сегодня мыть и вообще мыть. Хочу помою, хочу нет, по настроению. И вот это его раздирает на части. Притом он сам женат. Он привык, что женщина за ним вылизывает все, да, и тарелки, и все. Просто и разжеванное, и в рот положено. Вот как-то так. Пришел, да, все беленькое, чистенькое, как говорится, ну, наготовенькое. А вот с вами такого не получится. Вы и гулять пойдете, да, вот как он говорит. То есть у вас есть такое проявление внешней какой-то такой свободы. Я свободна, и нечего меня держать заперти. Иначе я вызову полицию вообще. Прилетят вертолеты, да, и так далее. Вот это сразу же, как сигнализация сработаю. Он боится вас. И вообще таких женщин. Да, он привык, что женщина должна сидеть на кухне. Это мужское дело, да, вот тут, где тут? Ну да ладно, это мужское дело гулять. Да, мужчина только имеет право гулять, а женщина должна дома с детьми на кухне. Понимаете? Вот такое у него мышление. Вот поэтому женщина отвернулась, да пошла в свои дела. Елки-палки. Тут все прям вот даже понятно, почему она от него отвернулась и ушла в свои дела. Плевать она хотела. Так. Что говорят еще о вас за вашей спиной? Притом у этого мужика есть интерес с вами что-то замутить. Вот это сразу видно. Даже за спиной женщины. У своей женщины. Вот так вот.
шею его, в шею и тряпками. Так, что говорят о вас за вашей спиной? Здесь компания людей, которые собираются вместе за одним столом. Здесь скрытая информация, как бы, знаете, в том плане, что это реально тайное, чтобы вы об этом не узнали. Обсуждают ваши внешние данные, вашу внешность, ваши какие-то отношения. А вы тоже для них закрытая книга, да, только обсуждается то, что внешне видится или догадывается им. А по-серьезному, что они вас знают, фиг. Здесь показывают, ничего они вас не знают. Вы такая женщина, которая о себе особо не разглашается. Но вы очень привлекательная. Здесь, знаете, вот как люди считают, что у вас есть кто-то, но вы с этим кто-то несерьезны, да, вы украшаете себя не потому, что вам это нравится, вы к себе кого-то привлекаете, хотя у вас есть, например, муж или, да, партнер, но вы еще кого-то к себе привлекаете. У кого-то есть такие мысли, догадки, что у вас какие-то разногласия в паре с кем-то. Да, это не пара, это разногласия. Но у вас кто-то есть, и вы или вы к себе кого-то еще привлекаете своими. Тут внешность показывают, внешностью. Вы ухаживаете за собой. Это не потому, что вы так хотите, как они считают, а потому что вы завлекаете к себе кого-то. Но у вас информации вообще нету особо. Только остается догадываться, врать. Если о вас лгут, я бы сказала, даже распространяют ложные слухи. Неправда. Это неправда. Такого нет. Что кто-то несет за вас ответственность, причем, знаете, пашет там, работает, а вы пользуетесь материальными благами чьими-то. А мужик там ваш, бедняжка, пашет. А вы пользуетесь и красуетесь, кому-то пытаетесь понравиться. Видите, люди как рисуют картину, да? Как можно рисовать картины внешне о человеке, не зная его сути, не зная его характеристики жизни и так далее. То есть догадками. Притом здесь ложные слухи, которые кто-то всерьез воспринимает, кто-то не всерьез. Здесь момент справедливости. Кто-то понимает, что это надо еще проверить. Вот так это, да, скажем, так вот воспринимает информацию. Это надо еще проверить, сомнения. Да, а кто-то реально верит, правда это или нет. Притом человек может предъявлять, да, вот у меня, вот факты, вот видишь, что-то как будто бы доказывает, но это не факты, это ложные факты. О каком-то мужчине идет речь, вообще другом мужчине. Вообще здесь разговоры, что вы еще та темная лошадка. Знаете, такая с виду скромненькая, а сама чему-то удивляется такому, что на работу вы приходите скромненько, а в Инстаграме вы выставляете, понимаете, люксовую жизнь. Или же здесь момент какой-то поддельности, неправды, да, что вы такая в жизни, но себя проецируете, может быть, в социальных сетях, или внешне проецируете другого человека, который таким не является. Или у вас не столько денег, а вы проецируете так, что вы жена там миллиардера, понимаете? И у вас везде яхты. Так, кто-то у вас еще там говорит.
что вы заслужили. Что вы заслужили деньги, потому что вы активная, вы умная, целеустремленная. Кто-то видит ваши какие-то цели, или вы, как, знаете, усердно что-то делаете, работаете усердно. Кто-то видит так. В принципе, этот человек неплохого мнения о вас, но он не верит тому, о чем говорят. Здесь еще опять-таки говорю, что да, он думает, это еще надо проверить, потому что я о ней вот такого-то мнения, в принципе, что вы добиваетесь всего сама. Скорее даже видит вашу самостоятельность какую-то, целеустремленность, деньги, заработанные лично вами, вашим трудом. Также здесь говорит, что вы, знаете, видите цель, не видите препятствий, что вы никому не уступите, что вы защищаетесь от врагов, да, поэтому вы пускаете, как ежик, шипы снаружи. И, в принципе, в какой-то степени даже вы очень приятная на общение. Нельзя по вам такое сказать. Но вы кому-то даже нравитесь, вот не любовно, а именно как человек из этой компании. Нравитесь, кто-то с вами согласен. Но здесь я бы сказала, кто-то вас ненавидит, поэтому опровергает о вас положительную информацию, именно какой-то ложной, да, дабы вас представить в каком-то худшем свете, что вы такая-сякая. Но в первую очередь это говорит о том, что да, человек сам по себе такой, раз он пытается на кого-то что-то свалить. Сам такой ядовитый, ядом покрытый, да и внутри желчь. Понимаете, вот как это так? Раз это он выливает наружу, тем более не зная человека, не зная вас. Ну, а то, что вы уходите, когда вам задают вопрос, даже наводящий вопрос, да, здесь об этом идет речь, об этом разговоры, что вы уходите от ответа. Или врете, обманываете. Все, да, и понимаю тут, что вы не воспринимаете их всерьез или, возможно, считаете этих людей, которые о вас говорят, врагами. Да, может, даже, в принципе, оно так и есть, что вы считаете их врагами или не очень приятными людьми. Вот такое у них складывается мнение, и кто-то конкретно это воспринимает близко и вас ненавидит. И из-за этого пытается вот именно о вас как-то в таком ключе нелицеприятном отзываться или врать, как защита. Потому что этот человек вам неприятен. Вот так. Возможно, это и женщина. Так. В целом. Смотрим в целом. В целом, очень приятная женщина, общительная. Я бы сказала, даже теплая. Но вы, знаете, я еще тут скажу, что вы справедливая, очень справедливая. Вы общаетесь с теми, кто... У вас еще, знаете, вы не глупа, вы очень мудра, начитана, и вы общаетесь с проверенными людьми, подпускаете близко к своей теме или о чем-то личном, хотя тоже вы не особо, даже и близко зная людей, не особо слишком раскрываетесь о чем-то своем личном, но вы подпускаете только проверенных людей или очень-очень близких. Возможно, даже более это будут родные какие-то, мама, например, сестра. Вот так вот. Очень много недоверия, в принципе, к целому миру, вот так, к чужим людям. Вы не подпускаете. Но здесь вот что показывает, вы очень сильно выделяетесь среди людей, поэтому вас задевают. Это, кстати, это классика жанра, да, тут даже карта звезда выходит. Звезд всегда будут обсуждать. Я не говорю о том, что вы звезда, а может быть, да, вы звезда, вы в чем-то популярны, известны, например.
но вы очень сильно, я так скажу, как звездочка, да, яркая звезда, выделяетесь на фоне. Лучше выглядите, да, или у вас что-то лучше, или на вас, вот, да, вам все идет, например, да вы и умна, и красиво, но так же нельзя, да, так же нельзя. Надо хотя бы, чтобы нос кривой был, не знаю, походка кривая. Вот тогда, да, люди, может, успокоиться. А так, светить ярко, ну вы что? Что вы себе такое позволяете? Да, я шучу. Просто здесь в любом случае обсуждать вас будут всегда, потому что вы среди других людей, вы выделяетесь. Тут карта мир рядом, да, даже я вам говорю, здесь могут смотреть и какие-то успешные люди, звезды могут смотреть, или же, да, вот я вам так скажу еще, момент того, что у вас есть потенциал какой-то популярности, звездности, петь, рисовать, еще что-то, у вас есть какой-то талант, в чем вы можете быть очень популярной по всему миру даже вот так вот. Вот поэтому вам завидуют, да, поэтому даже смотрите, говорю, что желчь исходит, да, человек лжет о вас, вот так, пытается вас, ну, красавец, красотка, да еще и звезда, да еще и на весь мир. Кстати, у вас деятельность может быть связана с красотой или в принципе, да, я вам скажу, у вас потенциал есть именно связанный с какой-то красотой. Деятельность ваша, успех именно в этом деле, что связано с красотой. Даже вы можете себя проецировать. Это как блогер, например, да, вы можете быть блогером, вы очень красивые, вы очень заметные, вы отличаетесь от других людей, понимаете? Возможно, даже выглядите так вот, как похожи на какую-то знаменитость. Возможно, да, могут вас сличать с кем-то, что вы похожи на кого-то. Но ваша внешность однозначно на кого-то здесь, да, похожа. То есть из звезд, из известных людей. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.